Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг на тему противодействия коронавирусу. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина озвучит актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в Якутии на 4 декабря. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики остается напряженной, находится под полным контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления на территории республики. На 4 декабря 2020 года выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции по данным управлением Роспотребнадзора. На столицу нашей республики приходится 113 новых случаев. При этом необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент, исходя из количества жителей районов республики, достаточно большое количество продолжает фиксироваться в Алданском, Мирнинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском и Ленских районах. И это, конечно же, не дает нам повода для того, чтобы расслабляться, и в том числе и непосредственно продолжить там достаточно оперативную работу, как по соблюдению норм и правил, установленных ограничительного характера, так и по работе, связанной с ограничением распространения и нераспространением этой инфекции. К сожалению, увеличилось количество районов, в которых вновь зарегистрированы случаи, от 1 до 5 случаев в 23 районах республики. Лабораториями республики за сутки проведено 4194 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего вообще в начало пандемии в республике зарегистрировано и проведено, обработано 795 329 тестов. Сегодня мы бы хотели обратить особое внимание на то, что уже достаточно большое количество людей, около 60% всех заболевших у нас выздоровело. Однако само по себе поствыздоровление людей и, соответственно, их состояние после того, как перенесен заболевание ковид, требует от нас усилий, направленных на усиление реабилитационных служб. На настоящий момент, как мы уже говорили, у нас достаточно плотно сегодня работает в Мегино-Кангаласском районе санаторий-профилактика «Абылах». Его подразделение работает здесь, на территории города Якутска, начинает отрабатывать свою реабилитационную программу РБ-3. И, соответственно, мы заканчиваем проведение работ по открытию реабилитационных коек на уровне дневного стационара в Нюрбинском улусе. И, соответственно, на сегодняшний день у нас есть четкое понимание и план о том, как мы будем работать с реабилитационными койками на следующий год и вообще в ближайшее время, понимая, что они сегодня являются одними из актуальных, и, соответственно, реабилитация постковидная сегодня выходит на один из первых планов работы в органах и учреждениях, соответственно, медицинских на территории республики. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в регионе. А мы переходим к другим новостям. Глава Якутии Айсан Николаев в режиме видеоконференц-связи провел личный прием граждан. Одной из первых к главе обратилась председатель Улусного собрания депутатов Верхоянского района Екатерина Наговицына. Она озвучила просьбу жителей села Мачах Бабушкинского наслега обеспечить населенный пункт стационарной телефонной связью. Ростелеком готов решить эту проблему путем установки новой АТС в следующем году. А директор школы села Хатырык Намского улуса Павел Тимофеев поднял вопрос проведения капитального ремонта здания. Требует ремонта и Хатына-Рынская школа в районе. Айсан Николаев ответил, что ремонт в вышеуказанных школах необходимо предусмотреть в бюджете республики. В Мирнинском районе с рабочим визитом прибывает председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Премьер-министр примет участие в открытии ряда социальных объектов района. О том, как прошел первый день рабочей поездки, расскажет Марферина Алексеева. В селе Сюльдюкар состоялось открытие животноводческого комплекса генофондного казенного предприятия «Якутский скот». Благоустроенный коровник рассчитан на 200 голов рогатого скота. На сегодняшний день в нем содержится 150 коров якутской породы. Задача предприятия – сохранить и приумножить исчезающий вид. Осталось совсем мало, даже сегодня нету 2500.
Но дойного стада сегодня по республике 850 голов на 1 января, скорее всего, будут, потому что все-таки работа в этом плане идет. 6 голов мы продали Всероссийскому институту животноводства имени Константина Эрнста. Но они взяли нашу породу для того, чтобы изучить настоящие корни, родословные, генетику. В перспективе сельдюкарское отделение генофондного предприятия станет не просто животноводческим. Здесь появится перерабатывающий цех по производству мясомолочной продукции, где будут трудоустроены местные жители. Уже сегодня в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» за счет государственного бюджета построен дом для семьи Алексеевых. Отец семейства – работник нового коровника. Мать – учитель в сельдюкарской школе. По госпрограмме построили свой дом мечты. Ну, раньше эта программа была молодым специалистом, а сейчас она изменилась в названии. Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 год. Здесь уютно, спокойно, тихо. И родная земля зовет. В поселке Светлый председатель правительства Андрей Тарасенко посетил филиал энергетики, нефти и газа Мирнинского регионального технического колледжа. Сотрудники учреждения ознакомили гостей с мастерскими, предназначенными для обучения специалистов по нефтегазодобывающему направлению. Колледж продемонстрировал предварительную работу по введению учебно-тренировочного комплекса, который содержит различные обучающие тренажеры и установки. К следующему учебному году учреждение планирует открыть несколько новых мастерских. А в поселке Чернышевский рабочая группа посетила рыбный завод, занимающийся воспроизводством сиговых и осетровых пород рыб. В этом году рыбзавод готовится отметить 50-летний юбилей. Сегодня в столице Алмазного края премьер-министр примет участие в открытии IT-центра, а также многоквартирного жилого дома. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. В селе Амга в рамках столетнего юбилея образования амгинской полиции идет строительство общественного пункта охраны правопорядка. Пункт строится в целях эффективного взаимодействия администрации с участковыми и координации работы по профилактике правонарушений. Также в здании будут работать общественные объединения села и территориальные самоуправления. Накануне участковые села, а также общественные организации провели субботник на территории стройки. В настоящее время строительство нового здания на стадии завершения. Здание будет называться «Общественный пункт охраны правопорядка». И в этом пункте будут размещаться наши участковые полиции, также наш специалист по охране общественного порядка и наши общественные организации. Размер этого здания 9×8. Общая сметная стоимость строительства составляет 1 800 000 рублей. В Нюрбинском районе проводят чипирование домашних животных. На сегодняшний день в районе более 12 тысяч голов крупного рогатого скота. Из них чипированием охвачено 60%. Также чипируют 22% от общего числа собак. Маркировка домашних животных является обязательной процедурой. Новая система примечательна тем, что она международная и имеет свою цифровую базу, получить доступ к которой может любое управление ветеринарией. Таким образом, все данные хранятся в общей базе. Для собак и кошек эта система «Все животные», а для скота отдельная система «Регарго». Ну, породистым, мелким собакам мы ушко не колем, вот это. А которые крупные собаки бегают, мы им ушки прокалываем, вот эта штука. Если это бегает, это уже собака чипированная будет. Уже. То есть бездомных тоже чипируют? Да, бездомных тоже. У нас есть волонтеры, которые вот берутся и кастрируют, и стерилизуют, и чипируют. На их имя они чипируют. Пока у нас питомников нету, из-за этого они только на свое имя чипируют и отпускают их. Вот сейчас слух пошел насчет налога, и очень много брошенных стало, и мало начали люди брать себе людей. Вот, и я сама занимаюсь тоже пристройством в этом году. Вот, некоторых пристроила щенков, а вот некоторые нет. Даже вот сейчас щенок есть стерилизован, вакцинирован, чипирован. Нет, пока желающих нет, никто не берет еще так же. В апреле этого года исполнилось 85 лет со дня рождения известного во всей республике Алан-Хасута Афанасия Соловьева. К этой дате его семья мечтала открыть музей, который создан собственными силами. Из-за пандемии планы пришлось отменить. Тем не менее, музей практически готов встречать гостей. Елена Фаст осмотрела экспонат. 2 года назад семья Афанасия Егоровича Соловьева, старший сын и его супруга, задумали создать музей.
идея воплотилась. В прошлом году, буквально вот в ноябре, я конкретно поняла, что надо создать музей в честь к юбилею. Вот в апреле был юбилей Афанасия Егоровича, 85 лет исполнилось. Вот создать вот именно к этому юбилею в апреле. Ну вот пандемия помешала. Здесь собраны уникальнейшие материалы, рукописи творчества знаменитого Алан-Хасута, который не только исполнял Аланхо, но и сам творил их. Это один из последних Алан-Хасутов, скажем, Якутии, который носил имя, высокое имя Ие Аланхогот. Ие Аланхогот – это тот, который сам создает Аланхо, сам импровизирует и сам это исполняет. Таких людей действительно вот в наше время осталось совсем мало. Самая главная мечта и идея – не только сохранить память о удивительно талантливом сыне Якутии Алекминского района, но и передать это молодежи. Он свою жизнь создал, это исполнял Аланхо, чтобы это передал свое знание молодежи. Он всегда стремился, чтобы все молодежи узнали свой национальный эпос Аланхо. Музей хотели открыть в апреле 2020 года, но события внесли свои изменения. Мечтаем открыть в апреле, ко дню рождения Афанасия Егоровича, делится невестка. Несомненно, этот музей должен стать одним из посещаемых мест во время эссэха Аланхо в Алекминске, уверена Мария Ларионова. Это создано для потомков, для будущего поколения. Действительно, сюда будут приходить дети, здесь будут проходить уроки именно этой культуры. Поэтому здесь вот его рукописи – это очень уникальный материал. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. 4 декабря – особенная дата, а сегодня день заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Меньше месяца осталось до главного торжества Нового года, и юные якутяне уже готовы встретить этот праздник. Многие, конечно, отправили письма дедушке в Великий Устюг, ну а кто-то еще собирается это сделать. Какие пожелания и хотелки скрыты в почтовых конвертах, знает Айсана Бурнашова. Я очень верю в Деда Мороза. Он живет на севере с оленями и снегурочкой. У него есть ледяной трон и волшебный посох. А еще Дед Мороз исполняет желания. Первоклассница Люба знает об этом не понаслышке. Каждый год она отправляет письма дедушке и просит воплотить мечты в реальность. Волшебник еще ни разу ее не подвел. В прошлом году планшет, в позапрошлом красивые куклы. Ну а в этот раз юная якутянка загадала нечто особенное. Новый год – это волшебный праздник. Это гирлянды, елка и, конечно же, подарок. Мое самое заветное желание – это подружиться с Дедом Морозом. Подружиться с зимним волшебником мечтают дети из разных уголков страны. В Висицкой школе Хангаласского района в этом году даже стартовала акция «Поздравь Деда Мороза». На яркой бумаге слово за словом старательно ребята написали свои сокровенные желания и, конечно, поздравили доброго дедушку. Например, 10-классница Таня пожелала ему здоровья, ну а себе и одноклассникам больше 5. Мы все скоро сдаем экзамены, да, я пожелала, чтобы мы все сдали хорошо экзамены, поступили именно туда, куда мы хотели поступить. В общем, всем здоровья, счастья. По статистике, российский Дед Мороз перед Новым годом получает порядка 400 тысяч бумажных писем и около 500 000 электронных. Школьницы уверены, мысли материальны, и если изложить загаданное на бумаге, то оно обязательно сбудется. А еще верить в чудо никогда не поздно. Поэтому взрослые также могут смело отправлять запросы волшебнику. Вологодскую область, город Великий Устюг, в дом Деда Мороза. Письмо я начала писать еще с детства, это наша семейная традиция. Нужно верить в чудеса, потому что развивать свою фантазию, да? Чтобы не вспоминать о своем детстве, не забывать. Я думаю, что нужно верить в новогодние чудеса, так как это то, что связывает нас с детством. Новый год – это время чудес, и я очень хочу, чтобы мои все желания сбылись.
Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва и Сид, Хангаласский район. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.